В начале заседания сессии парламента депутаты во втором и окончательном чтении приняли постановление о проекте закона об упрощенной системе налогообложения. Необходимость принятия закона обусловлена потребностью повышения эффективности налогового администрирования для более прозрачного и четкого механизма контроля за формированием налоговой базы. Ставка налога при упрощенной системе устанавливается в размере 6%. При этом при превышении установленного предела доходов на сумму до 5 миллионов рублей на величину превышения лимита применяется ставка в размере 8%. Законопроект представил депутат Беслан Халваш. Основной целью проекта закона является возникновение одного налога по упрощенной системе налогообложения взамен на налога на прибыль организации, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, подоходный налог с доходов индивидуальных предпринимателей. Во многих сферах бизнеса необходимости введения бухгалтерского учета отдельными профессиональными бухгалтерами тоже может отпасть, если нет какого-то сложного, очень сложного технологического цикла. Присутствовавший на заседании сессии парламента министр по налогам и сборам Михаил Габели рассказал, что принятый закон очень важен. Когда мы человека переводим со спецналога на общий режим, это для него, это болезненно, реально болезненно, и начинаются проблемы. Человек начинает уходить от налогообложения, прятать выручку. Именно в этом направлении упрощенная система нам поможет. Плюс еще мы сталкиваемся с такими проблемами, что наши предприниматели в Российской Федерации регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, садятся на упрощенную систему налогообложения, выводят наши деньги в Российскую Федерацию и платят там налоги. Этот процесс эти деньги надо вернуть сюда, в Абхазию, и ожидаемо, сейчас я вам сказать, приблизительно по нашему анализу до 100 миллионов. Если мы выведем из тени деньги, то результат будет хороший. Вторым вопросом повестки дня был проект закона о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. За период деятельности нашего парламента, для тех, кто не знает, потому что на наше имя поступило огромное количество обращений бюджетников, по программе гармонизации в 7-м созыве парламента, вне зависимости от политических воззрений и так далее, было принято 24 закона и соглашения в окончательном чтении. Сегодня, соответственно, только что был принят 25-й, поэтому просим не политизировать, парламент работает, все идет своим чередом, мы не можем, что называется, закрыв глаза, все бегом принимать, мы должны разбираться в некоторых вопросах. Я думаю, что динамика у нас правильная, поэтому просим излишне не политизировать как внутри нашего общества, как внутри внутриполитического нашего процесса, так и некоторых наших партнеров из Российской Федерации. Мы верны союзническому долгу, верны нашим взаимоотношениям, нам больше, что называется, некуда смотреть. Мы, конечно же, и дальше будем рассматривать вопросы, не поддаваться на разного рода провокации и спокойно выполнять свою работу. Соглашение направлено на взаимное признание и приведение в исполнение вступивших в законную силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Положения соглашения также применяются судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения. Ратификация соглашения будет способствовать развитию межгосударственных связей, обеспечению прав и законных интересов участников предпринимательской и иной экономической деятельности. Также арбитражный процессуальный кодекс Республики Абхазия содержит отдельную главу 28 «Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений», согласно части 1 статьи 262, которая решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, решения международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности,
признаются и приводятся в исполнение в Республике Абхазия арбитражным судом, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором Республики Абхазия и законом. Приглашенные на заседание сессии парламента председатель арбитражного суда Фатима Квициня и министр юстиции Анри Барциц рассказали, что документ очень нужный и его ратификация позволит поддержать местных предпринимателей. Данное соглашение предусматривает возможность реализации международных принципов признания решений. Это так называемая Нью-Йоркская конвенция, которая, так или иначе, реализуется, используется в 160-170 государствах мира. То есть практика, которую мы сегодня, прошу прощения, вы, депутаты парламента, сегодня рассматриваете, она распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли, мировая экономика развивается и появляется необходимость защиты, в первую очередь, интересов национального предпринимателя. И в рамках интересов национального предпринимателя Республики Абхазия, нашего бизнесмена с вами, вот это соглашение откроет новые определенные возможности. Я считаю, что любой судебный акт, если этот акт, вступивший в законную силу судебный акт, то есть судебный акт, который прошел все процедуры пересмотра, я считаю, что он имеет силу закона. Закон должен исполняться. Наш арбитражно-процессуальный кодекс, он был принят в 2014 году, действует с 2016 года. Целый раздел посвящен вот этой процедуре. То есть как это делать, как это осуществлять, как признавать, как исполнять. Но учитывая, что это судебный акт выносится за пределами территории Республики Абхазия, тогда законодатель сказал, при наличии договора. После обсуждения депутаты во втором и окончательном чтении ратифицировали соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Парламент в первом чтении принял проект закона о кадастре недвижимости. Необходимость принятия законопроекта обуславливается отсутствием в Абхазии единой системы учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранения информации о них, отсутствием кадастра недвижимости как такового. Далее парламент в первом чтении внес изменения к проекту Конституционного закона о выборах президента Абхазии. Инициатором поправок был ЦИК. Законопроектом устанавливается сужение круга субъектов избирательных прав граждан, то есть лишение пассивного избирательного права граждан, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также граждан, больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. Таким образом, нужно будет дополнить перечень необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты с соответствующими справками. Также предлагается изменить форму и текст избирательного бюллетеня. Если голосование проводится по одному кандидату, как на общих выборах, то будут ставиться отметки «за» и «против», а при повторном голосовании по двум кандидатам в бюллетень не вносится строка «против всех». Остальные 6 вопросов повестки дня касались земельных вопросов, о переводе их из категории в категорию. В завершении сессии парламента депутаты Алхас Барциц и Беслан Халваш подвели итоги по 2 принятым законопроектам программы гармонизации законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации. В рамках сегодняшней сессии было ратифицировано соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим вопросам. Данное соглашение, этот вопрос, он состоял в рамках гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия. В парламенте он уже находился около 2 лет. И, соответственно, была проведена работа по разъяснению, были эфиры, где населению и жителям Республики Абхазия было донесено о самом содержании данного соглашения. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что это соглашение будет касаться экономических вопросов, касающихся между юридическими лицами. Физлица под действие этого соглашения не попадают. Еще раз хочется подчеркнуть тот момент, что в случае, когда российский инвестор будет иметь желание зайти на территорию Республики Абхазия и заключать соответствующие договора о экономических взаимоотношениях с представителями Республики Абхазия, юридическими лицами. То есть, так как и российская сторона, так и абхазская сторона будет более детально подходить к тем соглашениям, договорам коммерческого характера, которые они будут между собой подписывать. Мы надеемся, что данное решение, ратификация соглашения, оно создаст еще больше и лучше комфортные условия для того, чтобы создать определенное инвестиционное поле на территории Республики Абхазия, которое принесет нам определенные
выгоды в развитии нашей страны, в развитии экономики, социально-экономических вопросов. Сегодня во втором и окончательном чтении был принят закон, входящий в план гармонизации об упрощенной системе налогообложения. Действительно, наше бизнес-сообщество давно ждало принятия этого законопроекта, этого закона. Этот закон упрощает ведение бизнеса для участников экономической деятельности, упрощает администрирование для органов госуправления, для наших фискальных органов. Исполнительной властью нам в законопроекте были предусмотрены суммы, в пределах которых можно вести бизнес по данному виду налогообложения. Это было до 6% 20 миллионов, до 20 миллионов 6%, до 25 миллионов 8%. Мы на комитетских слушаниях, обобщив те предложения, которые были, пришли к мнению и внесли изменения в сами суммы. И было принято решение сегодня и в данном законопроекте 40 миллионов, до 40 миллионов наши предприниматели, кто зарабатывает на своем бизнесе, они будут иметь право добровольно перейти именно на этот вид налогообложения. Еще хочу отметить то, что в законопроекте ранее предусматривалось с введением нового налога, да, на перехода на упрощенную систему налогообложения, теряла свою силу закон о спецналоге. Для того, чтобы нашему бизнесу дать время на то, чтобы они, значит, подготовились, да, вот, и выбрали для себя удобную, нормальную форму налогообложения, для того, чтобы не было никаких передергиваний, депутаты приняли решение, мы вышли с предложением, что спецналог, специальный налог, значит, он остается на какое-то время, и мы договорились с Министерством по налогам и сборам, что в ближайшее время мы приступим к разработке нового законопроекта, который будет сводить и патентную систему, и спецналог воедино для того, чтобы еще более упростить жизнь уже мелкого бизнеса, который работает в этом сегменте. Алика Трапшираму Камки, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.